Ну и когда я зашел в Дидигову, мы сидели, целый день мы провели, значит, знакомясь с заходящими, выходящими. И чаще других в Дидигову заходил начальник ингуш автодора Султан Навиев. Он о чем-то ему докладывал, да, о том, что он созвонился в разных городах России. Он называл, значит, и Сибирь, и Среднюю полосу, и Казань, и Йошкар-Олу, и многое другое. И вот, наконец, он заходит уже, значит, мы уже миновал, значит, обед. Мы пообедали вместе с Дидиговым, вместе сходили. И вот после обеда, уже ближе к вечеру, заходит Нагиев и, значит, заметно таким потусевшим голосом сообщает, что Темран Мурадович, все, везде отказ, я уже не знаю, куда обращаться. Ну и, конечно, он заметно так, значит, неприятно это известие подействовало на Дидиго. Он наш говорит, что будем делать? И очень на нас надеется, значит, и Руслан Аушев, и наши застрявшие люди и так далее. Что же делать? Он говорит, ничего я уже не могу, да. Вот. Уже везде отказ. Отказ, значит, по причине, да, везде говорят, что, значит, опасная зона. Из-за конфликта. Из-за конфликта получается. Да, да, из-за конфликта, да. И, значит, везде отказ. Я больше даже не знаю, куда звонить. Тот говорит, что же делать? Значит, мы целую неделю, значит, и больше недели уже работы стоят. Вот, и мы не продвигаемся ни на метр, ни на сантиметр. Что же делать? И так далее. И когда они, значит, умолкли, каждый в задумчивости, я тут нарушил, значит, впервые за весь день, с самого утра, я вмешался в беседу. До этого я просто слушал, знакомился с входящими людьми, значит, себя называл, они мне и так далее. То есть я активное участие в беседах не принимал, я просто так входил, так сказать, в курс дела. А тут я говорю, Тамерлан, если не секрет, пожалуйста, а что случилось? Тут говорит, да нет, никакого секрета нет. Дело в том, что мы бьем дорогу на Таргим, где у нас, значит, в Джарахском ущелье застряли сотни, даже несколько тысяч беженцев из пригородного района, из Владикавказа, из Дарьярского ущелья, значит, Ридант, Балта, Чми и так далее. И вот работа успешно продвигалась. К работе мы привлекли нашего общего знакомого руководителя Билтонстроя Челадзе. Они успешно продвигались, работы их не да. А вот теперь, значит, встретился такой протяженный скальный участок, который ни экскаватор, ни бульдозер не могут взять, и требуется, значит, бурение и взрывные работы для того, чтобы расширить эту часть дороги, так как она рассчитана только на проезд гужевого транспорта, Арбул. И вот мы уже больше недели, почти уже 2 недели стоим. Вот, Султан связывался по всему Союзу, где только можно было говорить, пытался, значит, договориться об искании для наших нужд взрывчатых материалов. И вот сегодня, как ты видишь, уже, значит, везде отказ, и я даже не знаю, что дальше делать. А там у нас, значит, застряли уже и погода нас поджимает, и больные, и дети, и так далее, да, и мы не можем ни вывести, ни завести им ни продовольствие, ни медицинскую помощь, и так далее, да, очень сложная обстановка. Я говорю, Султан, а сколько надо взрывчатки? Он говорит, да тонн хотя бы 10, 12.
Ну, я говорю, Тамара, давай я попробую. Он удивленно на меня посмотрел, говорит, а откуда ты можешь достать? Где ты хочешь попробовать? Я говорю, я попробую, значит, обратиться в то предприятие, на Тернаузский вольфрам-молибденовый комбинат, где я работал вот, 16 лет. Я говорю, там мы расходовали не то, что ты там говоришь, 10-12 тонн, я говорю, там мы расходовали по полсотни и до 100 тонн ежесуточно. А я говорю, так называемые дни массовых взрывов, я говорю, расходовали 4-5 до 10 тысяч тонн, я говорю, ежедневно. То есть каждый день, я говорю, не массово. Я говорю, я попробую там связать. Ну, очень хорошо, если можешь. Вот тебе правительственный телефон, ну попробуй сейчас связаться, прямо сейчас. Ну давайте. Тут же мы, значит, заказываем Тернаузский комбинат, вольфрамо-молибденовый комбинат, где я работал. Я выхожу на диспетчера комбината, оказался тоже знакомый, по фамилии Кузьмин, даже сейчас я его помню. И он меня тоже узнал, значит, я ему говорю, Сергей, я говорю, кто на месте из руководителей? Он говорит, ну, директор Мизиев в отъезде, должен вот-вот приехать, но его замещает, значит, Жабоев. А вы откуда? Я говорю, я звоню из Ингушетии, да. Я говорю, ну-ка быстренько, значит, свяжи меня с Жабоевым, исполняющим обязанности. Между прочим, и Мизиев, директор комбината. Они оба, вот Мизиев, он... Мизиев, он балкарец, да, вот. И, значит, нынешний замещающий его, значит, главный инженер, ну, в отсутствие Мизиева, замещающий его должности, значит, директор комбината, Жабоев Махмуд. Оба мои очень хорошие знакомые, не просто знакомые, а сослуживцы. И оба, между прочим, бывшие у меня в подчинении какое-то время на комбинате. Я говорю, ну-ка быстро соедини. Он, значит, тут же меня соединяет, и слышу разговор, что Махмуд Назирович, тут с вами хочет разговаривать Мурзабеков. Тот спрашивает, какой Мурзабеков? А тот наш Мурзабеков. А где он? Он вот на линии, на телефонной линии. Ну давай соединяй. Я говорю, это я, да. Ну как, откуда ты говоришь? Я говорю с Ингушетии. Ну, как там, семья, ты сам и так далее. Эти события, которые происходили, тебя каким-то образом задели, затронули. Я говорю, ну затронули, конечно, но все, к счастью, живы-здоровы, я говорю, все члены семьи и так далее. Я говорю, я сейчас нахожусь, семья, я говорю, находится в Нальчике, я сейчас сам нахожусь на Зране. И вот, я говорю, у нас тут требуется срочная помощь. Вот я говорю, я к тебе обращаюсь. А в чем помощь? Я говорю, мы бьем дорогу, я говорю, в одно из ущелий, я говорю, ответвление от военно-грузинской дороги, так называемое Джираховское ущелье. Я говорю, к сожалению, со стороны военно-грузинской дороги, я говорю, его блокируют, я говорю, значит, вооруженные боевики, а там, я говорю, застряли несколько тысяч наших беженцев, я говорю, семьями, дети, женщины, старики и прочее, я говорю. Вот. А доступа к ним, я говорю, кроме как по тропинке, я говорю, нету. Я говорю, мы начали пробивать туда срочно автомобильную дорогу. Я говорю, по пути встретился, я говорю, значительный участок, я говорю, скальных пород, я говорю, и который преодолеть одним экскаватором, бульдозером и так далее, я говорю, такой техникой невозможно. Требуется, значит, бурение и взрывание. Я говорю, а взрывчатки, я говорю, нету. Вот, я говорю, ты должен помочь. Он мне говорит, ну, я посмотрю сколько. А сколько надо? Ну, мне, значит, Нальгиев сказал 10-12 тонн. Я говорю, Махмуд, 20 тонн. Значит, Нальгиев и Дидигов кивает, говорит, правильно, 20 тонн, не пропадет. Да. Я говорю, 20 тонн. Он говорит, я тогда посмотрю. Я говорю, а что тебе смотреть? Я говорю, я же тебе построил на 25 тысяч тонн базисный склад, я говорю, взрывчатых материалов. Я говорю, не может быть, чтобы там не было, я говорю, 20 тонн взрывчатки. Он говорит, ну, конечно, я поищу. Я говорю, ты ищи, Махмуд, а я уже буду снаряжать
я говорю, экспедицию, я говорю, из машин. Ну ты же знаешь, как ее, значит, правила перевозки. Я говорю, знаю, я же горный инженер, так, я говорю, я этому учился и в институте, и на практике, я говорю, неоднократно. Значит, мне приходилось этим заниматься. Хорошо, я говорю, а где, я говорю, Далхат, кстати, я Амизиев? Он говорит, должен подъехать, но его нету. Ну вот, я говорю, я к тебе, значит, высылаю. Я говорю, оплатим, я говорю, полностью возьмем. Да это не важно. Я говорю, все равно, я говорю, ну, какое письмо? Я говорю, письмо будет тебе от председателя Совета Министров, у кого сейчас в кабинете я нахожусь. Я говорю, тебе достаточно? Вполне достаточно. Все, я говорю, Махмуд, жди наших людей, я говорю, и постарайся помочь всеми силами. Быстро и, значит, я говорю, не оттягивая. Ну ладно, так мы расстались, и весь вечер мы, значит, посвятили, значит, формированию команды, машины. Я дал, значит, указания, как переоборудовать машины, обить войлоком их там, как перевозить разные материалы, это значит взрывчатку, огнепроводные шнуры, капсули, детонаторы, детонирующие шнуры и так далее. Там 4-5 наименований, значит, взрывчатки, взрывчатых материалов. Вот, как ее, значит, оснастить, значит, какую охрану с автоматчиками и так далее. И мы, значит, караван из 5 машин, вот, с сопровождающими, значит, вооруженными, значит, автоматчиками, соответствующими документами направили. И, значит, мы на короткое время разошлись с тем, чтобы рано утром вновь собраться. И тут же, значит, я связался уже по телефону, значит, с Тырнавским комбинатом, вновь из кабинета, значит, Делигова, из кабинета председателя Совета Министров. Когда я, значит, связался вновь с диспетчером, я говорю, ну-ка, соедини меня, я говорю, с Жабоевым. Он говорит, Жабоев на месте, и как раз, говорит, подъехал, значит, приехал, оказывается, сегодня ночью директор комбината Мизиев. Ну и отлично, я говорю, тогда, значит, соедини меня с ними. И тут же мы связались, они оказались, значит, в курсе дела. Вот. Мизиев, который вернулся, когда услышал о том, что, значит, Тырнавский комбинат, я звонил и так далее, просит, значит, у них оказание помощи, выделение взрывчатки. Он сказал, даже если даже последнее будет, подметите все, что есть, и отдайте. Вот, окажите помощь. И тут я, значит, связался, и Мизиев подошел к телефону, мы, значит, обменялись короткими разговорами, кто где находится, как сидят там, вот, чем занимаемся и так далее. Я говорю, Далхат, я говорю, можешь? Он говорит, я уже отдал команду, сейчас будем загружать машины. Ну и еще, значит, если какая-то другая помощь требуется, чем мы располагаем, ты же знаешь, да, вот я самому, когда ты работал на комбинате, ты знаешь, какие были склады, они в том ведении были, кстати. Чем мы богаты, я постараюсь ничего для вас, значит, не пожалеть. Так что говори, что надо. Может быть, нужны, значит, троса, может быть, кабели, может быть, какие-то двигатели, аппаратура, автоматика и так далее, тому подобное. Так что говори, все, что у нас есть, мы тебя отпустим, даже если это будет последний. И так мы хорошо, значит, расстались. И до конца дня мы ожидали, интересовались, значит, нашими посланцами на Тырнавский комбинат. Мы узнали о том, что они загрузились. Еще, значит, мы снарядили туда команду под руководством заместителя начальника Ингуш-Автодора Хамчиева Амира. Он поехал во главе, значит, команды, значит, рабочие там, охрана и так далее. Мы созванивались по ходу дела, значит, он подходил к диспетчеру, значит, Амир нам докладывал, как идет загрузка. Он сказал, что очень, значит, радушно, вот, даже душевно меня встретили. И все, что надо, сейчас, говорит, нас интенсивно загружают. И, говорит, добавил к тому, я, говорит, просто даже говорю, они без ничего в подарок мне, значит, нагружают меня то кабелями, то, значит, канатами, двигатели и так далее. Я, говорит, тут, значит, еду без ничего. Ну, так что я, говорит, очень доволен. И, значит, к вечеру я благополучно, значит, приеду и, наверное, завтра утром уже можно будет начинать работать. Я везу, значит, столько
вот, сколько нам надо, вот, в полной мере, без задержки мне, да. И действительно, уже после того, как стемнело, поздно вечером приехал наш караван, и, значит, заранее разработали маршрут. Там, значит, по ходу этого маршрута, начиная с Аргудана, Малгобека и так далее, их еще встретили наши, значит, сопровождающие, которых мы послали. Вот. И они, значит, благополучно приехали. И сразу же взрывчатка была передана Билтунестрою, который осуществлял это дело. Началась работа, круглосуточная работа, без выходных, без перерывов, там, значит, работа по бурению и взрыванию, значит, расширению, значит, скального участка дороги. И где-то, значит, через месяц с небольшим, в результате, значит, интенсивной, да, работы, и благодаря тому, что, значит, все имелось в наличии, дорога была пройдена, и десятки, а то и сотни наших застрявших людей, значит, больных, инвалидов, и вообще, значит, наши люди получили, значит, возможность по нашей территории через вновь проложенную дорогу, значит, получить и помощь, и доступ, и в ту, и в другую сторону, и таким образом они вернулись. Они получили медицинскую, продовольственную, другую помощь, то есть и было налажено регулярное сообщение. А правда, значит, благодарность, как говорится, за это дело нашла меня значительно позже, уже в 2019 году. Мне за этот случай, за этот, там, его назвали подвигом, я, правда, не называл его подвигом, я сделал то, что я обязан был делать. Меня наградили, значит, медалью 25-летия создания Республики Ингушетия. Кто поднял эту тему? Эту тему поднял, между прочим, тогда были, значит, попеременно, я работал уже, значит, членом экономического совета при президенте республики. Мы с Евкуром, значит, где-то по 2-3 раза ежемесячно встречались, так, на расстоянии вытянутой руки. И вот, когда это, значит, годовщина приближалась, значит, 25-летие, вдруг мои, значит, члены экономического совета, мои товарищи, Мальсагов Ахмед и Лянов Умалат, они вдруг вспомнили: слушай, а ты же, почему бы ты не вспоминаешь? Мы-то вспомнили, ты же имеешь непосредственное отношение, значит, и к созданию, да, республики, и к ее этапному развитию, и даже в острые моменты ты пригодился. Между прочим, мы слышали о том, что в первый свой день прибытия в Республику Ингушетия на работу ты именно, значит, он ознаменовался тем, что ты включился и раздобыл для республики остро необходимые ей взрывчатые материалы, которые помогли спасти сотни жизней. Я тогда говорю, ну, было дело и так далее. Они, тем не менее, несмотря на то, что я даже возражал, они подали на меня, значит, прошение или докладную, да, на имя Евкурова, и я, значит, получил медаль в честь этого события. Ну, за что я благодарю, конечно, да. Я признателен нашим, да, руководителям и своим, да, друзьям. Республика заслуги, вот как раз то, что вы показали, что вот Да. как раз оценила ваши заслуги вот в этом деле. Да, ну вот таким образом, да. Но мне этого достаточно. Я даже не претендовал на это дело. Я просто считал, что я просто выполнил свою обязанность, да, вот, рядового гражданина. Вот. Что я мог, то я и сделал. И особо героического я в этом своем участии не приписываю себе. Азамат Азраилович, вот вы носитель как раз истории Ингушетии не только современного, в 90-х годах, в наше время, а вот вы еще рассказывали, что дореволюционный и послереволюционный ваш отец, ваш дядя рассказывал, которые участвовали в событиях. Вот. Да, да. Расскажите какую-нибудь историю вот связанную. Ну, историй этих много. Почему много? Потому что отец мой в свое время находился в гуще тех революционных там и в гуще событий, связанных с гражданской войной. Дяди мои, они тоже, значит, были активными участниками этих событий. Поэтому мне, начиная с детского возраста, приходилось, если даже я сам не был, значит, ни участником, ни свидетелем этих событий, мне пришлось, значит,
некоторые из этих историй услышать. И они, я думаю, будут представлять интерес и для нашего рядового слушателя, тем более, что это кусок истории нашего ингушского народа, но они почему-то, значит, о них мало кто знает, хотя они заслуживают быть известными нашему широкому зрителю, читателю и так далее. Да. Ну, одна из этих историй касается периода 1905 года. В этот год дядя моего отца по матери, Хутиев Бакни, известный в свое время человек, участник, значит, гражданской войны, вот, активный причем участник. В то время, будучи молодым человеком, вместе со своим другом по фамилии, по-моему, Албагачиев, да, вот, это можно уточнить так дальше, вот, потому что я знаю его родственников, они, может, еще какие-то детали нам расскажут. Он находился в районе нынешнего селения Барсуки, только с южной стороны автодороги. При выезде с леса они вдруг нос к носу столкнулись с большой вооруженной командой. Как потом выяснилось, это был начальник Ингушского округа Терской области, полковник Митник, во главе, значит, своей охраны, и не просто охраны, а сопровождающих военных лиц, так, где-то сотня-полторы, значит, верховых. И они уже, значит, вечером, уже начало смеркаться, вдруг, значит, нос к носу столкнулись при выезде Бакни из леса. Когда они столкнулись, как говорится, нос к носу, ну, это было неожиданно для обоих. Они остановились, и тогда Митник сказал: так, спешиться и приближайтесь ко мне. Бакни со своим товарищем слезли со своих верховых лошадей и подошли ближе. Митник осмотрел их и спрашивает: кто будете? Бакни говорит: я житель селения Базоркина, моя фамилия Хутиев Бакни, а это мой друг, тоже житель этого же села, по фамилии Албагачиев. Так, хорошо, бандиты. А почему вы вооружены? А винтовки для чего вам нужны? Вам что, разрешили носить огнестрельное оружие? Бакни на это возразил, сказал, что он никаких злостных намерений не имеет, никого, значит, не подстерегает и убивать не собирается. Но оружие им нужно для того, чтобы самим беречься от кровников, которые, значит, могут им неожиданно встретиться, и вот для самозащиты, самообороны. Тогда Митник приказал, значит, в грубой форме положить оружие на землю. Ну, Бакни это сделал сразу, а его друг Албагачиев, кстати, названный брат его, Бакни, он, значит, сделал это с какой-то оговоркой, которая не понравилась Митнику. Митник еще что-то ему, значит, такое дерзкое сказал, на что тот, значит, возразил, и тогда Митник, не раздумывая, выхватил пистолет и в упор, значит, выстрелил прямо в лоб Албагачиеву. Это было и неожиданно, и привело в растерянность, ну, по крайней мере, значит, Бакни. Он при виде, значит, падающего своего, значит, друга, окровавленного, не сдержался и что-то такое, значит, крикнул с возмущением Митнику. Митник тогда спешился и, держа в руке, значит, кнут, подошел и говорит: а тебе что, не хватает? Я и тебя могу уложить тут же на месте. Бакни сказал: вы за что убили моего брата по клятве?
Он говорит, если тебе этого мало, я и тебя могу убить, да. Тогда, значит, Бакни рванулся к нему, но его тут же, значит, перехватили несколько крепких рук из окружения митника. И он, значит, застыл, так сказать, со стянутыми руками за спиной. Митник к нему подошел и, значит, угрожая, значит, перед самым носом этим кнутом, сказал, я могу и тебя убить, и могу тебя, значит, переломать, да, твой хребет. Бакни бессильно, значит, пытался, рвался вперед, уже потеряв всякое представление и представление даже об осторожности. Тогда митник вдруг, неожиданно для окружающих, говорит, ну-ка освободите его. Стоящий рядом офицер спрашивает, ваше высокоблагородие, зачем? Он говорит, он что-то рвется, думает, что да, я его испугаюсь, а я ему докажу, что я могу и его своими руками, да, сломать. Вот. Не оружием на расстоянии. Освободите его. Ну, офицеры пробовали еще раз, значит, сдержать от этого поступка, но тем не менее, значит, были вынуждены, значит, подчиниться его приказу, и они освободили Бакни. То есть Бакни остался, значит, напротив митника, и тут, значит, через мгновение он кинулся на митника, и между ними завязалась рукопашная. Каждый пытался схватить другого за такое уязвимое место, швырнуть на землю там. Ну, трудно сказать, значит, чем это дело закончилось. Но одним словом, борьба приняла такой затяжной характер. Оба были, значит, крепкие, умелые и в рукопашных схватках, даже без оружия. Митник, тем более, значит, был грузный такой, мускулистый, крепкий мужчина. И между ними, значит, продолжалась борьба уже так, с переменой места. И вот они незаметно для себя, значит, переместились от первоначального места так, метров за 10-15, и там, значит, между ними продолжалась эта борьба. В это время из леса по тропинке, по, значит, дороге для подвода показалась, значит, повозка, груженная хворостом, и за ее сопровождал бедно одетый ингуш на своей лошаденке. И он приблизился и, значит, с интересом уставился на двух мужчин, которые пытались, значит, ухватить друг друга, значит, за локти там, за горло, вот, и, значит, кинуть на землю. Он, значит, некоторое время наблюдал, потом, значит, посмотрел на митника и говорит, это ты, Белмостов, да, и выхватил неожиданно кремневый пистолет, который находился за поясом, и навел его на митника. На какое-то мгновение и митник, и Бакни прекратили, значит, рукопашную и уставились на этого нового героя, который вытянул пистолет в сторону митника и нажал курок. Нажал курок, и вышла осечка. Тогда, значит, взгляд этого нового пришельца скользнул дальше, и он, значит, увидел большую группу вооруженных всадников. Он понял, что он находится, да, тут не один. И уже оценив обстановку, быстренько развернул свою повозку и, подхлёстывая лошаденку, вновь, значит, скрылся в сторону леса. А между Бакни и митником продолжилась рукопашная. Как вспоминал впоследствии Бакни, значит, митник его превосходил по своей физической силе, по умению, значит, по мастерству в рукопашной борьбе. Но это было до того, как, значит, не вмешался вот этот вот бедный ингуш из лесу, который.
А потом Бакни вспоминал, что я, говорит, заметил, что у меня силы почему-то, я, говорит, почувствовал, прибавились, а Митник почему-то, значит, свою хватку ослабил. Он воспользовался этим и потом, значит, выбрав удачный момент, сумел швырнуть Митника, значит, на землю, спиной к земле, и потом, значит, навалился на него и выхватил кинжал и насквозь проткнул его. Проткнул его, он вскочил, а публика, наши вооруженные всадники, все это время наблюдали со своих позиций, и когда они увидели, что их командир упал и не поднялся, они кинулись к нему. Воспользовавшись этим моментом, Бакни кинулся в лес и попытался скрыться. Вслед раздались, значит, залпы выстрелов. Но, тем не менее, он, значит, петляя через деревья, углубился в лес, и через некоторое время, значит, погоня от него отстала. Вот когда